Здравствуйте, в эфире Якутия-24, новости экономики. В студии Евгений Баженко. Средней российской семье из 3 человек нужно ежемесячно 75 900 рублей для нормального существования. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга «Рамир». Каждая 5-я семья, 21%, готова прожить при семейном бюджете от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. 2/3 семей, 66%, претендуют на ежемесячный доход в 45-120 тысяч рублей. Еще 13% считают, что для поддержания нормальной жизни семье из 3 человек необходимо в среднем более 120 тысяч рублей в месяц. Авторы исследования отмечают, что жители мегаполисов традиционно выдвигают более высокие материальные требования, чем жители небольших городов и сел. Опрос проводился в марте среди 1500 респондентов во всех федеральных округах страны. О том, каким имуществом владеет Якутия, в эфире программы «Актуальное интервью» рассказала министр имущественных и земельных отношений республики Евгения Григорьева. На сегодня объем государственного имущества составляет в натуральном выражении где-то около 160 миллиардов рублей. И состоит он из не только имущества казны, но и государственных учреждений, государственных унитарных предприятий, пакетов акций. Если говорить количественно, то это где-то порядка 5000 объектов казны, более 9000 земельных участков. В отношении же государственных учреждений, несмотря на то, что мы проводим работу по сокращению количества государственных учреждений, на сегодня их все равно у нас составляет около 510 государственных учреждений, 14 государственных унитарных предприятий. Здесь надо отметить то, что мы в прошлом году провели акционирование 2 государственных унитарных предприятий, это ГУП ФПК Туймада и ГУП Бичик. Бичик уже акционерное общество, ФПК Туймада завершает свои регистрационные мероприятия. По пакетам акционерных обществ у нас порядка 56 пакетов акций, и доля, вот именно те акционерные общества, в которых доля государства составляет более 50%, это 35 акционерных обществ. Жители многоквартирных домов, которые хотят ускорить проведение капитального ремонта, теперь могут этому поспособствовать. Правительство республики изменило критерии установления очередности капремонта. Преимущество теперь имеют те дома, жители которых своевременно делают взносы в фонд капитального ремонта. Очередность проведения определяется по 4 критериям и сумме оценок, полученных по каждому из них. Первый критерий – техническое состояние многоквартирного дома, то есть физический износ. Второй критерий – год ввода дома в эксплуатацию. Третий – дата последнего проведения капитального ремонта. И 4-й – полнота поступления взносов от собственников. При оценке критериев наивысший балл, 10 пунктов, получают те многоквартирные дома, где уровень сбора взносов составляет 75% и более. Дома с уровнем взносов менее 75% получат 5 баллов. Компания «Алроса» по итогам открытого конкурса выбрала институт Лена Аэропроект в качестве генерального проектировщика нового аэропорта города Мирный. Проектная документация должна быть разработана и предоставлена на рассмотрение глав госэкспертизы России до конца ноября текущего года. Для финансирования строительных работ компания «Алроса» планирует привлечь не только собственные средства, но и средства федерального бюджета. Предполагается, что строительство аэропортовой части будет финансироваться за счет алмазной компании, а аэродромной – за счет федерального бюджета. Новый аэропорт планируется построить на новом месте в 2022 году. 6 новых судов на воздушной поддужке начнут ежедневно курсировать через реку Лена с 15 апреля. Режим перевозок с 8 часов утра до 19 часов. Со стороны Якутска рейсы будут выполняться с территории городского пляжа в 202 микрорайоне, со стороны Нижнего Бестяха от паромной переправы. Вместимость одного судна – 9 человек. Каждая обеспечена сертифицированным спасательными средствами. Тарифы не превысят 1000 рублей из расчета на одного взрослого пассажира и 500 рублей на одного ребенка. Напомним, правительство республики ввело государственное регулирование тарифов в этой сфере деятельности. Местные компании должны заняться доставкой оборудования для ветропарка из Владивостока в Тикси. Об этом сообщил министр инвестиционного развития Якутии Антон Сафронов. Цитата. «Мы ожидаем, что с открытием арктической навигации из Владивостока в порт Тикси прибудут ветроустановки и другое оборудование, которое предоставят японские партнеры. Доставкой до места сборки и монтажом, по моему глубокому убеждению, должны заняться местные компании», отметил Сафронов. Кроме того, министр обсудил возможность участия малого бизнеса в обработке грузов и оказания сопутствующих услуг с генеральным директором компании «Морской порт Тикси» Александром Чусовским. За год через порт Тикси проходит порядка 15-20 тысяч тонн грузов.
Для того, чтобы привлечь дополнительные инвестиции в малый и средний бизнес, правительство России может увеличить предельно допустимую долю участия иностранных юридических лиц в уставном капитале малых и средних предприятий. Такой проект находится на рассмотрении Кабинета министров. Сейчас порог участия иностранцев в капитале российского малого и среднего бизнеса установлен на уровне 49%. Проект также предполагает наделить госкорпорацию малого и среднего предпринимательства правом предоставлять услуги не только действующим малым и средним фирмам, но и тем, кто только планирует начать предпринимательскую деятельность. Как сообщалось ранее, корпорация МСП рассчитывает до конца этого года в рамках национальной гарантийной системы оказать малым и средним предпринимателям поддержку на сумму в размере 260 миллиардов рублей. По статистике, только 5% россиян хотят открыть свое дело. Недельная инфляция в России с 27 марта по 2 апреля составила 0,1%. Этот показатель держится пятую неделю подряд. С начала года по 2 апреля рост цен составил 0,8%. Об этом сообщил Росстат. За прошедшую неделю цены на куриные яйца выросли в стране на 1,6%, на сахар и пшено на 0,6%, на соль на 0,2%. Одновременно гречневая крупа подешевела на 0,7%, куры, мороженая рыба, подсолнечное масло и мука также на 0,2%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,5%, в том числе на белокочанную капусту, картофель, морковь и помидоры от 2,6% до 4,5%. В то же время огурцы подешевели на 3%. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,2%, на дизельное топливо на 0,1%. Цены на еду в кафе и ресторанах московских аэропортов уже в этом месяце будут снижены на 25-30%, а питьевая вода подешевеет в половину. Такое решение принято после серии проверок, проведенных антимонопольной службой. Причина проверок – массовые жалобы потребителей на завышенные цены. Пользуясь монопольным положением, за пределами аэропортов в шаговой доступности торговых точек нет, заведения общественного питания в аэропортах необоснованно завышали цены. По материалам проверок рассматривается вопрос о возбуждении административных дел по фактам нарушения антимонопольного законодательства. Нарушителям грозят штрафы от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.